История человечества как дорога, тянущаяся из забытого прошлого в неведомое будущее. Мы ясно помним короткий кусочек, последние шаги. Но далекое прошлое видится как неясные очертания. Нам остались руины, отдельные свидетельства минувших эпох, по которым можно только гадать о событиях древности. История, наука или мифотворчество. Всматриваясь в прошлое из сегодняшнего дня, мы зачастую видим лишь то, что хотим видеть, подгоняем под господствующую теорию. Если факты противоречат теории, тем хуже для фактов. Каждый народ и каждая политическая эпоха создает свою версию истории. Социалистическая трактовка канула в небытие. Пришлось строить новую версию на старой, еще дореволюционной научной основе. Но что она из себя представляет? Это так называемая нормандская теория, незыблемая платформа, удерживаемая атлантами-историками. Создана немцами Шлецером, Миллером и Байером, специально выписанными Екатериной II из Германии. Императрица считала своих подданных дикарями, и новоиспеченные историки точно выполнили политический заказ. Суть нормандской теории – Россия – варварская страна, которую испокон веку оккультуривает европейская цивилизация. Славянские племена завелись на Руси лишь в V веке, мыкались по лесам и болотам, пока не пригласили княжить скандинавского Рюрика. Дескать, страна наша богатая, обильна, порядка только нет. Рюрик научил русских жить по-человечески и стал родоначальником первой царской династии. Поскольку читать и писать славяне не умели, греческие монахи Кирилл и Мефодий придумали для них азбуку. Византия благосклонно окрестила Русь. Под дланями династии Романовых расцвела государственность, а окно в Европу Петра I спасло русских от природной дикости. Западная Европа – вот древнейший плацдарм цивилизации, откуда она распространялась на варварские народы. Валерий Алексеевич Чудинов не боится отстаивать совсем иную позицию. Он считает, картина культурной Европы, подарившей отсталой Руси плоды просвещения, издевательство над исторической правдой. Инертность науки и общества мешает видеть истину. И ученые боятся, занимаются этим. Потому что как только они в это окунутся, они поймут, что нашей культуре тысячи лет. И тогда все нынешние построения, естественно, придется оставить. Это всегда очень болезненно. То есть это будет научная революция. Сами понимаете, что мы окажемся самым древним народом в Европе со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть весь античный мир без России представить невозможно. Сейчас вполне спокойно обходятся без России в античности. Чудинов Валерий Алексеевич окончил физический факультет МГУ, доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, профессор кафедры культурологии и менеджмента в Государственном университете управления, действительный член Академии фундаментальных наук, директор Института древнеславянской и древнеевразийской цивилизации Российской академии естественных наук, председатель комиссии по культуре древней и средневековой Руси научного совета «История мировой культуры» Российской академии наук. Перу Валерия Чудинова принадлежат десятки монографий и сотни научных публикаций. В них доказывается, географию Древней Руси как высокоразвитой цивилизации следует расширить на тысячи километров от Западной Европы до Урала. Историю Древней Руси пора углубить на десятки тысяч лет в прошлое. Русская письменность существовала уже в эпоху Палеолита, возникла 30 тысяч лет назад. Знаменитые Кирилл и Мефодий, якобы создавшие алфавит для славян, только компиляторы. Они приспособили древнейшую систему славянской письменности для церковных целей христианства. Все романские языки, как и латынь, произошли от русского. До мифического библейского смешения языков именно на русском общались народы Евразии. Старые европейские города, включая Рим, построили русские. Основа современной европейской культуры – русская культура. Если значительная часть кадровых ученых относится к теориям Валерия Чудинова настороженно, то читателей его книги вдохновляют. Почему, собственно, сейчас у народа проснулся большой интерес к истории? У меня такое впечатление, что все происходит не только здесь, но и где-то, может быть, наверху. Вот, как говорят, браки совершаются на небесах. Такое впечатление, что действительно пришло время России. Плюс-минус 1 век не страшно. Вот
то, что она должна была сделать в 20 веке, но в 20-м не удалось. Ну, значит, оно осуществится в 21 веке. Потому что Россия просто обречена на то, чтобы быть страной номер один в мире. И мы это видим. Вера в победу идеи, пусть не близкую, которая так заметна в профессоре Чудинове, напоминала что-то очень знакомое, но забытое, утраченное, совершенно несвойственное нынешней эпохе разочарований и скептицизма. И вдруг стало понятно, этот человек сродни истинным революционерам всех времен. Он чувствует, что может не дожить до победы, но знает, что революция грядет. Вы знаете, что в ряде наук произошли научные революции. Ну, допустим, в географии произошла где-то там века 3 назад. А в настоящее время уже ни одного белого пятна на карте мира не осталось. Скажем, в астрономии, вот как только в 60-е годы появились новые приборы, астрономия перестроилась совершенно. В биологии, как вы знаете, в связи с тем, что генетика появилась, совершенно по-другому мы стали ко всему относиться. Но историография как была, так и осталась последние 2-3 века. Мы собрались миру по нитке, как-то слепили хронологию очень неточно. И сейчас видно, что вот тут не так, там не так, да. Но пока это все держится только по одной причине, что пока не на что сменить на лучшее. Но, конечно, тут будет научная революция. Я не знаю, может, в ближайшие 10 лет, может быть, там, в 20 лет, но она обязательно произойдет, потому что в таком состоянии держать нельзя. Нас выкинули сначала из античности, и когда мы с вами изучаем античную Европу, там ничего не говорится о Руси. Был Рим, была Греция, это мы все знаем. Про Русь ничего не говорится. Кстати, там ведь очень хитро написано. Там русские-то земли просто не рассматриваются. Вот как будто их нет. То есть они нас не обманывают, они просто это не рассматривают. Есть масса свидетельств того, что русские существовали не только последние 2000 лет, они существовали и в античности. Как вы знаете, до сих пор никто не спорит с тем, что этрусские создали Рим. Как вы знаете, первые императоры Рима были этрусскими, Тарквиний Гордый был этруском, ну и так далее. Тут я ничего нового вам не скажу. Но существует этрусский язык, существуют на нем надписи. Надписи, к сожалению, до сих пор не то что не прочитанные, я бы так сказал, плохо и сознательно плохо прочитанные и не расшифрованные. Я попытался заняться этой проблемой, потому что мне казалось, что все-таки этруски, как многие мои предыдущие исследователи показывали, что это один из диалектов русского языка, и я не ошибся. И вот выяснилось, что специально на Западе загнали этрусский язык в такой тупик, из которого его вытащить было почти невозможно. Зачем они это сделали? Вполне понятно, если расшифровать его надписи, а надписи сделаны действительно на одном из диалектов русского языка, я бы сказал, на белорусском диалекте. Белорусский ведь тоже не так давно считался только диалектом русского языка. Так вот, тогда получается, что Рим был построен просто одним из этносов Руси. И как это ни странно, в первые годы существования Рима там говорили на каком языке? На русском. Если мы хотим владеть Востоком, мы называем этот город как? Владивосток. Если мы хотим владеть Кавказом, мы называем этот город как? Владикавказ. Если мы хотим владеть миром, мы называем этот город как? Владимир. Ну а если мы просто не напишем слово «владей», то есть смысл тот же самый. Мы, значит, напишем какое слово? Мир. Что и было написано. Но только я вам напомню, что в 8 веке до нашей эры читали справа налево и писали так. Значит, если оно написано справа налево, оно будет написано Рим. Если слева направо, оно будет мир.
Итак, оно русское не только потому, что русские его писали, оно русское по самому словообразованию. Слушая, невольно веришь. Античный Рим строился потомками русских. Когда-то на этих землях звучала русская речь. Быть может, действительно грядет революция в истории. Но как быть с памятниками архитектуры, археологическими находками, древнейшими текстами? Как быть со всем тем материалом, на который так уверенно опирается мировая наука? Откуда у нас вообще все научные знания? Можно об этом сказать. У нас сохранились, во-первых, летописи, и, во-вторых, рассказы античных писателей. И то, конечно, очень интересно. Но в XIX веке относились к ним как к истине в последней инстанции. Никто никогда не критиковал до XIX века все эти исторические источники. И летописи, считалось, делались абсолютно объективными учеными, которые преследуют только интересы истины. Но уже в XX веке пошла историческая критика, и стало замечено, что, допустим, Нестор, киевский летописец, списывал с более ранних списков новгородских и оставлял только то, что было интересно киевлянам. Все то, что как-то не ложилось в доктрину киевлян, он все оттуда выкидывал. И даже вообще не упоминал, что он переписывал новгородские летописи. Потому что шел спор, кто древнее, Новгород или Киев. И, естественно, ему было интересны интересы Киева. Значит, итак, первый вывод, который мы делаем, что многие исторические источники имеют ту или иную политическую ориентацию. Поэтому они заведомо уже в момент составления давали только одну сторону. Они не давали объективной картины. А тут получилось так, для меня это совершенно неожиданно, что я, оказывается, знаю больше того, что мне могут сказать другие ученые, потому что я читаю первоисточники. И вот тогда стало ясно, но не сразу, а постепенно, что то, что принято в науке, не очень согласуется с тем, что можно прочитать вот из этих первоисточников. Тогда я, естественно, стал читать, а что вот об этом этапе написано в классической науке. И выяснилось, что классическая наука строится на очень ограниченном числе первоисточников. Одним из значительных достижений Валерия Чудинова является открытие тысяч новых источников древней письменности. Много лет назад он заинтересовался палеографией, расшифровкой текстов. Объектом внимания стали древнейшие надписи на культовых камнях, разбросанных по территории Руси. Эти надписи были сделаны рунами, особым типом письма, который ученые всего мира признавали скандинавским или германским достоянием. Однако на этих языках надписи смысла не имели. Ученые и не пытались перевести их на русский язык, потому что были твердо убеждены, до Кирилла и Мефодия славяне письменностью не владели. Валерий Чудинов стал публиковать работы, в которых утверждал: руны исконно русские, тексты читаются по-русски. Памятники древней письменности были, что называется, под боком. Некоторые очутились даже среди городской застройки, как, например, в московском районе Строгино. Камень будто покрыт апельсиновой коркой. На поверхности можно прочесть надписи: «Храм Макоши», «Зона солнца». Если мысленно соединить в рисунок ямочки на камне, получается ковш и надпись «Малая Макошь». Так древние русские называли созвездие Малой Медведицы. Так называемый Синь-камень на Плещеевом озере под Переславлем-Залесским до сих пор служит местом паломничества неоязычников. С ним связано много легенд, основанных, впрочем, на реальных событиях. Князь Шуйский приказал зарыть камень в землю, дабы сокрыть от язычествующих. Но валун вновь оказался на поверхности, продолжая, как сказано в летописи, мечты творить и соблазнять Переславля людей. Тогда было решено замуровать объект поклонения в фундамент одной из строящихся церквей. Но лед Плещеева озера не выдержал веса саней, и камень затонул. Рыбаки 3 поколений следили, как валун неведомым образом двигается по дну.
Спустя 70 лет камень вышел из воды и поныне лежит на берегу. Из читаемых слов различимы: Макоши камень, Перун, топлен в озере Плещееве, Перун детям. Вот я хотел бы показать вот этот камень. Вот посмотрите, у него тут очерчен рот, и видно 2 глаза. Носа тут нет. Вот если приглядеться, то вот в этом месте, это левая бровь, если смотреть под лупу, то, в принципе, можно видеть очень небольшие надписи. Причем нужно иметь опыт, чтобы вот эти пятнышки сливались в определенные буквы, а буквы сливались в одно единое изображение. Но тут не только на левой брови есть изображение и есть надпись «Мара». Еще слово «Мара» дублируется на прорезе рта. Никому до Чудинова не удавалось расшифровать трудноразличимые знаки, нанесенные рукой человека. Сотни и сотни надписей пришлось изучить, прежде чем начала вырисовываться система дохристианской письменности Руси. Исследования привели к важнейшим открытиям. Существовал даже не один тип письма, а целых 3. Самым древним оказалось руническое. Второй алфавит Чудинов назвал протокириллицей, более поздний тип – глаголица. Второе открытие заключалось в том, что письмо было делом сакральным, тайным. Посвященные жрецы старались скрыть надписи от посторонних глаз, шифровали смысл, располагая знаки порознь. Вот почему вычленить надпись из рисунка или орнамента может только глаз ученого. Сейчас на лекциях профессора Чудинова можно наблюдать процесс дешифровки. Во, замечательно. Вот давайте смотреть. Вот я сношу, вот видите, рамочкой обвел, вот я сюда снес эту рамочку. Теперь вот давайте смотреть. Вот, ну, кто поближе сидит, наверное, видит. Вот это вот буковка «М». Видно, да? Вот рядом, вот буковка «А». Да, вот дальше вот «С». Ну и так далее. То есть, если мы вот это вот все, ну вот, скажем, тоже видно, вот «Р» видно и так далее. Слово «мастерская». Значит, ледник еще и потрудился подписать. Значит, вот такую многотонную конструкцию. Вот у меня такое впечатление, что если поставить человека, человек, наверное, вот как раз в этом зазоре уместится. То есть, я не знаю, эта конструкция сколько сотен, может быть, тысяч тонн весит. И вот это сооружение наших предков. Что ж тут написано? Мастерская Макоши, храм Макоши. Да, ну, поскольку это действительно изображение, зооморфное изображение богини Макоши. Чтобы мне не говорили, что это я все придумал, что это мои фантазии. На самом деле это не мои фантазии, это просто надписи, которые оставлены нашими предками. Значит, вот заметьте, на этом изображении четко видна буква «Н». Правда? Тут и догадываться-то нечего. А дальше вроде как буква «Т». Правда? Согласны вы с этим? Значит, надо было верхнюю букву выделить. Вот она, линия спины с прогибом. Она напоминает какую букву? «М». Ну и внизу вот эту вот часть, тоже я ее выделил, тоже буква «М». Если их вместе поставить, как буквы, получается «ММНТ». Я думаю, что не надо особого воображения, чтобы догадаться, что это слоговая надпись. И не «ММНТ», а как «МАМОНТ». То есть рисунок мамонта составлен из слоговых знаков, которые изображают слово «мамонт». Вот вам первобытный синкретизм. То есть, когда есть не только изображение, но и есть надпись. Причем эта надпись, она вплетена в сам рисунок, их невозможно разорвать. Рисунок – это и есть надпись. Поэтому мне говорят, где вы тут нашли какие-то надписи? Я говорю, да вот, пожалуйста, вот. Вот это что, надпись или не надпись? Понятно? Вот в этом весь фокус. То есть все составлено из надписей, но мы надписи не видим. Ну, я рассуждал так. Скорее всего, я ошибаюсь. В палеолите, в принципе, не должно быть никаких надписей. Потому что абсолютно вся наука в этом убеждена.
Но, понимаете, вот прочитана одна надпись, вторая, третья, четвертая. Когда их я начал насчитывать десятки, уже сомнений не было, в палеолите писали. И писали, как ни странно, по-русски. Это меня очень удивило, то есть удивило меня несказанно. Ну, понимаете, это вот как в пословице: 7 верст до небес, и все лесом. Понимаете, вот так и получается. Когда я на «Мамонте» прочитал надпись «Мамонт», у меня глаза на лоб полезли. Как это так? Да, вот 30 тысяч лет назад люди писали так же, как вот мы с вами, теми же словами. Все помечали. Но выяснилось, что да, так оно и есть. Исследования надписей на камнях неизбежно привели Чудинова к пониманию: вся древняя письменность Руси имела религиозный характер. Исследовать письменность дальше без понимания этой культуры было невозможно. Многие из тех, кто был атеистами, захотели не то что войти в религию ведизма, они захотели узнать это как часть своей культуры. А вот что было до христианства? В общем, не надо верить ни в Перуна, там, ни в Макаш, но какие были боги, какие были жрецы, какие были храмы. Это интересно просто, это знание о своей собственной истории. Вот это меня тоже интересует. Молились ли, допустим, на камне? Да, молились. Но, видите ли, если с этой точки зрения подойти к христианству, к современному, тогда можно сказать, что человек заходит в церковь и молится на стены, и молится на доски, которые вот друг с другом составлены, и мы при этом не будем говорить, что на самом деле это иконы. То есть молится-то человек не на доске, а на то, что на них нарисовано. Также и камни. Молились люди не самим камням, а тем богам, которые вмещали эти камни. Теперь, как выглядели лики наших богов? Вот, к сожалению, наши археологи не могут сказать, что есть что или кто есть кто. А мне довелось это прочитать, опять-таки, я не гадаю, я просто читаю, потому что наши предки позаботились о том, чтобы подписать, кто есть кто. Вот третье, ну, скажем, человека. Вот четвертое, где мы здесь уже говорим не просто о лечении, а еще о каких-то, скажем, скелетообразном виде человека. Вот нужно сбоку смотреть, когда вот будет хорошо видно. И тогда получается, что седьмая личина не человеческая, а медвежья. Это здорово. Вот, ну и... Потому что медведица – это Макаш. В 1998 году мы продатировали нашего идола, мы взяли, вот здесь мы могли, значит, оказалось, что нашему идолу 9500 лет. Получается, что это самый древний деревянный идол в мире на сегодняшний день. Это начало мезолита. Да, получается, что это мезолит. Очень трудно привыкать к этой идее до сих пор, поскольку... Тут ничего не написано, да? Вот, смотрите, прямо бросается в глаза. Если мы с вами говорим про орнамент... Нет, я понимаю, что никто за надписями не следит. Просто, когда я купил эту монографию, значит, очень хорошо, если делается очень контрастный снимок, и какие-то вещи проступают. Вот проступает буква «М», ну и тут, конечно, не очень явно это видно, но наверху написано слово «Мара». То есть вот это лик Мары. И что самое интересное, значит, вот особенно в этой части, тоже вот при контрастном воспроизведении, там читаются многие другие вещи. И я впервые, например, понял, что Мара не только богиня смерти и болезней, а именно на этом лике написано, что она еще бог загробного мира. Вот это раньше я не читал. И наверняка все эти лики должны быть подписаны, потому что так просто лики никогда не бывают. Обязательно, ну, слово «идол», вы сами понимаете, греческое, никогда оно не писалось, всегда писалось слово «лик». Вот. И это, конечно, лики божеств. Вот. А что касается, допустим, угро-финских племен, я просто не уверен, что они в мезолите здесь были. Это уже другой вопрос. Поскольку русская культура, она была распространена везде. И, по сути дела, такие самые мощные нашествия начались в эпоху бронзы. А так до этого, в общем, везде одна и та же, однотипная культура проглядывает. Лик славянского божества с надписями, которому 9500 лет. Для Чудинова это не стало откровением. Сейчас ему понятен пантеон богов ведической эпохи. Древняя богиня Макаш
богиня загробного мира и смерти Мара, мужские ипостаси Рот, Велес, Перун, Ярила. Поразительным оказалось иное. Накапливались факты. Ведический пантеон богов долго уживался с христианством. На каменных элементах храмов и даже на иконах обнаруживались надписи дохристианского содержания. Здесь, на своде православного храма в Старочеркасске, реставраторы открыли старую роспись. Сомнений нет. Это изображение языческого бога Ярилы. На древнем Георгиевском соборе города Юрьев-Польский барельеф с надписями, которые пытались прочесть многие ученые. Они считали изображение ликом Спаса или какого-то христианского святого. Выдвигались предположения, надпись следует читать Аввакум, Закхей, Баку. Но даже для самих авторов этих гипотез они не представлялись достаточно убедительными. Оказалось, надписей на лике очень много. Одну Валерий Чудинов прочел без труда. Перунов лик. Что меня поразило, что храмы не только существовали до реформы Никона, но и строились новые, нехристианские храмы. Вот это для меня было полным откровением. Это означало, что очень может быть, что и в наши дни просто существуют какие-то храмы нехристианские, дохристианские. Велика Россия, матушка, за всем же не уследишь. Почему так стали преследовать именно наш ведизм? Ведь после принятия христианства у нас существовало двоеверие и очень-очень много веков. Причем в одной и той же церкви можно было молиться и христианским святым, и дохристианским богам. Ну вот что-то, видимо, не заладилось между этими двумя церквями. И вот появился чистый византиевизм. Это вот только с 17 века. Выводы Чудинова поначалу ошеломляют. Храмы могли строиться для двух религий. Как же в христианство могли попасть языческие боги? Или в пантеон языческих богов попали христианские? Толчок к пониманию дала расшифровка надписи на камне из Тверского краеведческого музея. В храме Макоши цветы и травы наияркие. Жрицы наши милые, все в храме проверены самой Макошью. Чудинов предположил, жрицы наши милые, все в храме проверены, должно означать их девственность. Фантастическое подтверждение связи язычества и христианства через идею девственности обнаружилось в погребальных катакомбах Италии. Чудинов прочел еле различимые надписи. «Катакомба в храме Макоши», «Славян», «Мария, жрица храма Макоши», «Святая Мария, поручица твоя Макош», «Для рая нас спасла Дева Мария». Дело в том, что в славянской мифологии было так. Сначала была одна богиня Макош, и она обладала всеми функциями. Потом выяснилось, что функций слишком много, она совсем совладать не может. У нее появились жрецы. Ну, прежде всего, жрица по имени... Постепенно эта жрица взяла на себя функции, ну вот, скажем, мы уже говорили с вами, болезнь, смерть, загробный мир. И постепенно ее обожествили, и она стала богиней. Ну, а затем произошло с ней то же самое, что произошло с Макошью. У этой богини появилась жрица. Поскольку ее звали Мара, то жрицу стали звать Мария. Я думаю, что это довольно поздно произошло. Нет, это где-то конец неолита, начало эпохи бронзы. И вот в Египте можно встретить уже надпись «Мария». Это та самая Мария, которая была девой. И она, наверное, несколько тысячелетий была девой, и у нее не предполагалось вообще никакого потомства. Теперь вам, наверное, понятен смысл такого христианского сюжета, как непорочное зачатие Девы Марии. Если оно непорочное, значит, она дева. Если оно порочное, значит, она не имела права быть жрицей, не имела права быть девой. Вот отсюда этот сюжет. Но для славянского язычества или ведизма это очень важно. Непорочное зачатие, значит, она так и осталась жрицей. Еще одно невероятное открытие ждало в Кёльнском католическом соборе, где хранится знаменитый ковчег волхвов, тех самых, которые принесли дары младенцу Христу.
Витражи собора с изображением сцены поднесения даров были подписаны по-русски. Персонажами сюжета оказались не волхвы, а славянские боги. Голова каждого увенчана короной. Старик – это бог Род, юноша – Перун, а волхв – женщина-макаш. На нимбе вокруг головы младенца надпись «Сынок Марии». На лике Перуна написано «Славяне». Первое, с чем стыкуется христианство, это с тем, что на самом деле волхвами были самые, не второстепенные, а именно самые главные боги языческие. То есть это Макаш, основатель всех богов славянских. Род – это как бы второй бог по значимости. Ну и, наконец, молодой бог Перун. Вот они пришли, то есть как бы одна вахта была сдана, а другая вахта началась. Эти факты кажутся невероятными только на первый взгляд. Религиозная мысль человечества всегда имела преемственность. Существование в древнем ведизме культа Девы Марии может дать новый взгляд на христианство. Ведь у теологов и светских ученых нет единого мнения ни по одному кардинальному вопросу истории. В одной из книг Валерия Чудинова «Грустная констатация». Никто не протестует против того, что наши учебники, издаваемые за счет фонда Сороса, уже не упоминают ни Октябрьскую революцию, ни победу СССР во Второй мировой войне. В Уголовном кодексе есть статья «Измена Родине», но не предусмотрено никакого наказания за искажение истории. Постепенно наступает конец старой историографии. В XIX веке самой передовой наукой была немецкая. И вы, наверное, знаете, что все учились в Германии. И тогда же, это вот малоизвестные факты, появляется некто Густав Косинна, глава немецких археологов, который объявляет свою доктрину, состоящую из двух положений. Первое положение. Кто первым пришел в Европу, тому Европа и принадлежит. И второе легко понять. Первыми в Европу пришли кто? Германцы. И вот на эту доктрину они примерно целый век работали, если не больше. Значит, кельтов они объявили древними германцами. Но когда я начинаю разбираться в том, что на самом деле представляют те останки, которые нам показывают как древнекельтские и древнегерманские, на поверку все это оказывается славянским. Я вам сейчас показываю не что иное, как общий вид прусского герба. Это примерно 17 век, вот таким он был. Какие тут надписи читаются? Во-первых, читается надпись «Микулин-Бор». Да, действительно, была такая область в Германии, называлась Микулин-Бор. Сейчас она называется чуточку иначе. Немцы взяли это название и сделали из него Мекленбург. То есть Бор стал бургом, Микула стал вообще непонятно что, Мекленбург. Дальше написано «То Парусия сия». Итак, я давным-давно предполагал, что слово «Пруссия» – не что иное, как сокращенное слово «Порусье». И это, по-моему, многим филологам ясно. Как есть Поволжье, как есть Подвинье, так есть Порусье. Значит, есть центр в виде Руси, и его окраина, периферия – это есть Порусье. Мне тут что интересно, что входило в понятие «Порусье» с точки зрения XVI века? Помимо Мекленбурга сюда входило, внизу написано «Германия», сюда же входила финны, сюда же входила Мезия. Мезия – это нынешняя Румыния. Входила, заметьте, Скандия. Кстати, это тоже очень интересно, скандинавский полуостров-то, да? Там, по всей видимости, до X века вообще только русские были. Да, то, что мы в Руси, заметьте, да, в Агре – это Русь. Это не что бы то иное. Мы в Руси и русские. Подчеркнуто. Вот как себя пруссы понимали. Куда дальше? Тут вполне понятно, что в Агре это и есть Русь варягов. Опять, я ничего не изобретал. Я просто прочитал то, что пруссы в 1548 году взяли и написали на своем гербе. Вот возникает вопрос, это исторический документ или не исторический документ? Нужны ли какие-то еще летописи, когда вот прямо все это написано не латинским языком,
не каким-либо русским языком. Вот вам история, кусок истории нашей. Опять, мы нигде в школе этого не изучаем. Мы не говорим, что вот была такая Русь. Мы с вами изучаем Русь с каких-то дурацких племен, которые там по болотам сидели, непонятно с чего, с дуру, что ли, там прятались. Зачем прятаться по болотам, когда существовали настоящие государства? Слушая выступление Чудинова на читательских конференциях, мы поняли феномен его популярности. В историческую теорию Чудинова очень хочется верить. Мы устали от векового комплекса национальной неполноценности, от психологии преклонения перед Западом. Хочется почувствовать величие своей истории, ощутить имперский дух. А зовут его Иван. А если Рерик это Сокол, значит, это Иван Соколов. Да? Вот нам говорят, что мы призвали там откуда-то из Германии германского князя, да, по имени Иван Соколов. Да, такой германский князь. Замечательно. Это одна якобы из этрусских гробниц. Вообще-то, по большому счету, действительно этрусская гробница. Но вот давайте посмотрим, что на кирпичах написано. Вот смотрите, 5000 воев, остатки от Тракии, памяти воинов, могучих, сильных славян. Мы и анты, титаны Италии. До сих пор на севере Италии есть музеи русской воинской славы. Русской, замечу, да? Это могучие храмы славян. Это терема Мары. Понятно, Мара – богиня смерти. Маски рода славян. Ну, как вам нравится? Вот я хочу, чтобы у вас осталась эта фраза. Мы и анты, титаны Италии. Вот пусть у вас кусочек этой фразы застрянет. Мы с вами титаны, и не только Италии. Мы титаны, наверное, всего земного шара.